Здравствуйте, дорогие ребята! Как обычно, у нас сегодня второй урок математики. Тема сегодняшнего урока – монеты. И цель урока – определить номинальную стоимость, сравнивать одну монету с другой по номинальной стоимости. Встало солнышко давно, заглянуло к вам в окно. На урок торопит вас математика сейчас. Дети, посмотрите, пожалуйста, как вы видите на иллюстрации, здесь рисунок поезда. Я предлагаю вам сыграть со мной в игру, которая называется «Поезд из монет». Как вы видите, здесь на рисунке расположены монеты. Эти монеты вы должны расположить в порядке возрастания. И ответить мне на вопросы. Назовите монету, которая расположена в самом последнем вагоне. Второй вопрос. Какая монета расположена между монетами 20 тенге и 5 тенге? Третий вопрос. Какие монеты расположены до и после 5 тенге? Четвертый вопрос. Какие монеты расположены между 1 тенге и 10 тенге? Значит, дети, давайте подведем вывод. Самой высокой номинальной стоимостью обладают монеты большого размера, а низкой стоимостью меньшего размера. Пожалуйста, проведите устный счет и запишите в тетрадках числовые выражения. А сейчас я попрошу вас открыть учебники, и мы сейчас с вами проведем работу в учебнике на странице 80-81. На сегодняшнем уроке, дети, вы узнаете, как сравнивать монеты. Значит, число на монете показывает ее номинальную стоимость. Первое задание, которое называется «Монеты в кошельке». Сравните монеты в кошельках. Значит, вы должны сравнить деньги в кошельках и поставить правильный знак. Второе задание. Одна монета с номинальной стоимостью 10 тенге равна 10 монетам с номинальной стоимостью 1 тенге. Значит, монета с номинальной стоимостью 10 тенге состоит из 10 монет по 1 тенге. Третье задание на странице 81. Сколько монет? Давайте же определим. Первое задание. Сколько монет по 2 тенге понадобится для того, чтобы получить 10 тенге? И правильный ответ. Нам понадобится 2 монеты по 5 тенге, чтобы получить 10 тенге. А сколько монет по 10 тенге понадобится для того, чтобы получить 20 тенге? Правильно, ребята.
2 монеты по 10 тенге нам понадобится, чтобы получить 20 тенге. И третье задание. Сколько монет по 5 тенге понадобится для того, чтобы получить 20 тенге? Значит, 4 монеты по 5 тенге нам понадобится, чтобы получить 20 тенге. Четвертое задание. У Дамира 2 монеты по 5 тенге и 4 монеты по 10 тенге. Сколько денег у Дамира? Как вы думаете, сколько же денег у Дамира, если у него 2 монеты по 5 тенге и 4 монеты по 10 тенге? Значит, 2 монеты по 5 тенге это получится 10 тенге, и 4 монеты по 10 тенге это 40 тенге, значит 10 тенге плюс 40 тенге получится 50 тенге. Значит, у Дамира 50 тенге. Пятое задание. Посмотри на ряды монет и выяви закономерность, исправь ошибки. Как вы видите, в этих двух заданиях нам расположили монеты в неправильном порядке. Мы должны соблюдать закономерность и расположить их по закономерности. Значит, первая монета у нас 1, 2, следующая 5. И здесь нам четвертой монеты расположили 20. Как вы считаете, правильно? Нет, правильно. Значит, четвертая монета должна по закономерности, это должна быть монета 10. И самая последняя монета это 20. Я прошу второе задание выполнить самостоятельно. Так, следующее задание прошу выполнить самостоятельно. Внимательно прочитай ряд чисел и вставь пропущенные числа. Раздели выражения на группы и реши их. Значит, как вы знаете, на какие же группы мы делим выражения? Прошу выполнить самостоятельно. Домашнее задание указано на сайте Кунделик.kz. Ссылка на дополнительные ресурсы для дополнительного обучения. Вы можете дополнительно зайти в Кунделик и выполнять задания в домашних условиях. Дорогие дети, вы получили самое основное содержимое по новой теме. Другие материалы вы получите от своего учителя. Если у вас есть вопросы, вы их можете задать учителю. Удачи в освоении нового материала, наши юные друзья!